Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Укрепление академического партнерства и обмен опытом преподавателей АГУ прочли лекции на факультете политологии МГУ. В Новом Афоне прошли международные соревнования памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния. Арестован третий подозреваемый по делу о стрельбе в Сухуми. 45-летний Мхазагарба был задержан 19 ноября по подозрению в покушении на убийство общеопасным способом и причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуми, были ранены 5 человек. Один из них позже скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Сухумским городским судом также арестованы Шарат Джигирба и Астамур Шинкуба. Сотрудники таможенного поста ПСО ГТК совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали гражданина Абхазии Аршва Астамура Астамуровича. При личном досмотре задержанный добровольно выдал полиэтиленовый пакет с метадоном массой 1,189 грамма. Также при досмотре автомобиля, которым управлял гражданин Абхазии Касланзе Адгур Сергеевич, была обнаружена сумка с наркотическим средством метадон общей массой 75,885 граммов, которую он приобрел в Санкт-Петербурге для личного потребления и ввез в Абхазию. Материалы переданы в Следственное управление МВД. Аршба и Касланзе помещены в ВВС МВД. Премьер-министр Владимир Делба заслушал отчет Межведомственной комиссии по проведению контроля за исполнением решений Кабинета министров Республики Абхазия о согласовании распоряжений глав местных органов госуправления по предоставлению земельных участков, созданной по поручению президента Абхазии. Руководитель комиссии, начальник Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамур Ахуба проинформировал премьер-министра о проделанной работе. Вы лучше знаете, что происходит с принятыми решениями на местах. Какие документы надо вносить в правительство для того, чтобы не допускать ошибок и для того, чтобы принятые решения доходили до логического завершения. Предысторию вы знаете, создание комиссии, есть поручение президента. В соответствии с этим поручением создана комиссия. Причины, еще раз напомню, действия решений центральных органов государственного управления о предоставлении земель в пользование и его эффективное целевое назначение. Вот что преследовала работа комиссии. Потому что мы обращаем внимание на то, что к нам информация поступает, что ряд решений, принятых правительством, не всегда исполняются в установленные сроки. Что с ними делать? Истекает ли право? Или все-таки мы должны продлевать эти решения с точки зрения права? Я тоже хотел бы это услышать. Это очень важно. Потому что по таким решениям совершаются сделки. Насколько это правомерно? Сейчас с учетом обстоятельств, которые в нашей стране присутствуют, да, вот парламент ввел ограничения на перевод земель из одной категории в другую. Сейчас до февраля месяца у нас есть возможность эти вопросы в какой-то степени привести в порядок. Ушел из жизни Никита Симонян, олимпийскому чемпиону и лучшему бомбардиру в истории «Спартака», кавалеру ордена Акс-Абша второй степени Никите Павловичу было 99 лет. Президент Абхазии Бадыр Гунба выразил соболезнования семье Никиты Павловича Симонян в связи с его кончиной. С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии. Не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чье детство прошло в Сухуми и чья судьба навсегда осталась связана с нашей страной, говорится в тексте.
21 по 22 ноября делегация АГУ находилась в Москве с официальным рабочим визитом и приняла участие в мероприятиях в Московском государственном университете имени Ломоносова. В рамках визита состоялись встречи представителей АГУ с коллегами на факультете политологии МГУ. В Шуваловском корпусе прошла фотовыставка «Абхазия. Страна души». Главная цель поездки – укрепление академического партнерства, обмен опытом и планирование совместных научных проектов. Преподаватели АГУ прочли лекции на факультете политологии МГУ. Замдекана исторического факультета Илона Агарба представила доклад об Абхазии в контексте геополитических интересов России в XIX – начале XX века. Доцент кафедры экономической теории Линда Ампар рассказала о туристическом потенциале страны, а зав. Лаборатории социологических исследований АГУ Беслан Хагба выступил с лекцией о роли России в формировании абхазской государственности. Для участников провели викторину. Победители получили уникальный приз путевки на отдых в Абхазию летом 2026 года. Также на факультете политологии МГУ прошел круглый стол «Абхазия и Россия. Новый этап международного сотрудничества». Абхазскую делегацию в МГУ пригласил факультет политологии, с которым АГУ связывает официальное соглашение. Нас очень тепло встретили. К нашему приезду была подготовлена фотовыставка об Абхазии. Нас встретили наши студенты абхазское землячество. И в рамках нашей поездки там у нас было запланировано два масштабных мероприятия. Это круглый стол, где были представлены доклады по разным сферам, по истории наших взаимоотношений, о культуре, туризме, экономике, политики, сегодняшней ситуации. С абхазской стороны было представлено несколько докладов. Это Евы Константиновны Узган, декана экономического факультета, Линда Геннадьевна Ампар, доцента, преподавателя экономического факультета, Беслана Хагба, доцента кафедры политологии, молодого специалиста Софии Дбар, социолога, будущего политолога. Я уверена в этом. С приветственной речью выступил проректор по международным связям Максим Гвинжи, а также помощник ректора нашего университета Анжела Каджая. Были представлены доклады представителей кафедры политологии, в частности ФИЛь. Мария Сергеевна, которая проводила здесь социологическое исследование, выступила с очень содержательным докладом. С докладом выступили наши магистры, что нам было очень приятно. Это наши первые ласточки. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя правительства Республики Южная Осетия Константина Джусоева с днем рождения. Высоко ценим ваши личные усилия, направленные на всестороннее развитие абхазо-юго-осетинских отношений, которые связаны крепкими узами братства и взаимной поддержки. Нет сомнений, что наше плодотворное сотрудничество будет и впредь динамично развиваться, способствуя укреплению стабильности и процветания наших стран, говорится в тексте. 1 декабря в Сухуми состоится фестиваль «Абхазский рубеж». В районе станции Келасур откроют новую городскую спортивную площадку, профессиональную полосу препятствий, созданную при поддержке правительства Республики Абхазия и российских общественных организаций. Трасса включает более 20 элементов, рассчитанных на силу, координацию и выносливость. После фестиваля площадка будет открыта для всех желающих и станет постоянной точкой притяжения для жителей и гостей Сухума. Ожидается участие более 300 человек. Абхазский спортсмен Инал Гаделия триумфально завоевал гран-при на 9-м международном турнире Кубок Раиса Республики Татарстан в Казани. В финальной схватке в весовой категории свыше 98 килограмм он одержал убедительную победу над россиянином Асланом Джиоевым. Бронзовые награды престижного турнира, являющегося этапом Кубка мира и собравшего более 140 борцов из 8 стран, также достались абхазским самбистам Рахману
Артему Напиджевой и Мурату Арову. Стоит отметить, что Инал Гадели и Рахман Напиджев ранее представляли Абхазию на играх БРИКС, где оба стали бронзовыми призерами. Спортсмены из Абхазии регулярно демонстрируют отличные результаты на международных соревнованиях, внося значительный вклад в развитие этого вида спорта. Участие в этапе Кубка мира является важным шагом для спортсменов, стремящихся к мировому признанию. Кубок Раиса предоставляет отличную возможность для обмена опытом между спортсменами из разных стран. Нашу команду представляло 3 спортсмена, включая меня. Напиджев Рахман и Аров Мурат. Они стали бронзовыми призерами. Данный турнир важен тем, что мы заявляем о том, что в Абхазии есть борьба, в Абхазии есть самбо. Мы заявляем о том, что мы можем конкурировать на международной арене и готовы представлять нашу родину на различных турнирах. Стремимся бороться на чемпионатах Европы и мира. Поделитесь с нами, какие планы у вас на ближайшее будущее. По турнирам, скорее всего, в начале февраля будет проходить международный турнир в Беларуси на призы президента Республики Беларусь. Там турнир, мы ездили на этот турнир в 2023 году. Я стал победителем данного турнира. В этом году я стал бронзовым призером. И в следующем году будет юбилейный турнир. Приедут очень много именитых спортсменов, очень заявлено много стран. Хотелось бы, чтобы и там нам удалось выступить под своим флагом. Команда Абхазии заняла первое место в командном зачете турнира по домино, который проходил с 21 по 23 ноября в Новом Афоне. В международных соревнованиях памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния приняли участие 80 спортсменов из 5 стран мира, включая Абхазию. Призовой фонд турнира составил 3 миллиона рублей. Подробности турнира в материале Адицы Сагария. Международный турнир по профессиональному домино в честь памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния прошел в Новом Афоне. Настольная игра собрала 80 спортсменов из Абхазии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, России и США. По словам президента Федерации домино Республики Абхазия Тимура Лакарба, незадолго до турнира были собраны команды для участия в мероприятии и подготовлены спортсмены. Игры прошли в командной и индивидуальной версии. Это запланированный международный турнир, памятный, приуроченный Артуру Габуния. Мы об этом уже знали не так давно. За последнее время сформировали команды, проходили усиленные тренировки. Прилетело 5 стран к нам, и наши участники в количестве 80 человек проходил турнир. Команда Абхазии заняла первое место в командном зачете турнира. Золотой слиток сборной Абхазии был в составе 4 человек. Это Алмаз Габуния, Инал Аргун, Саидашуба и Инал Какоба. Мы очень долго и плодотворно занимались организацией этого турнира. Были приглашены страны Латинской Америки, также и несколько стран с Европы, но по определенным обстоятельствам многим командам-участникам не получилось приехать, однако все равно этот турнир был довольно-таки масштабный. Игры проходили на протяжении 3 дней, и при таком составе участников, что напряжение до последних игр присутствовало, это было несомненно. Но по результатам турнира, конечно, нам есть чем похвастаться. Наши команды заняли 1 и 3 место, и в индивидуальном турнире наш соратник занял тоже 3 место. Домино – стратегическая игра, где каждый участник строит цепочку из фишек, составляя числа на их половинках. Во время турнира чувствовалась атмосфера напряженного погружения в подсчет чисел, чтобы не уступить сопернику в нужный и ответственный для игры момент. Исходя из сложившейся ситуации, по результатам игр на 2-м месте команда Венесуэлы. 3-е место также заняли представители абхазской команды Сандро Харазия, Гудиса Кубахия, Георгий Кешмария и Айнар Пилья. Мы хотим раз в 5 лет делать его международным, чтобы иностранцев приглашать. Но так как у нас в 2027 году может чемпионат мира будет в Абхазии, будет большой турнир, и все самые сильные игроки приедут в Абхазию.
В личном первенстве первое место занял 13-кратный чемпион мира Хоакин Мартинес из Доминиканской республики. Вторым стал Гектор Оспина из Венесуэлы. Третьим Айнар Пиле из Абхазии. Четвертое место занял Саида Шуба. Пятое Клаудио Убири из Доминиканской республики. От лица всей федерации, всей Международной федерации домино я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в организации этого великолепного турнира, и Федерацию домино Абхазии благодарю за то, что они на нас понадеялись, и по итогу мы провели этот прекрасный чемпионат. Также в этом международном турнире отдельной наградой была отмечена лучший спортсмен турнира среди женщин. Ею стала Маги Круз из США. Всех участников международного турнира поздравил председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Тараш Хагба. От лица президента Республики Абхазии Бада Зурабовича Бумба я искренне поздравляю с завершением международного для нас очень значимого турнира. Конечно же, приезд такой делегации украсил наш турнир. Я хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в реализацию данного турнира, и людей в лице президента Федерации Тимура Лакербая, всю Федерацию за то, что они сегодня делают в нашей стране. Будем каждый день готовиться к чемпионату мира по домино, который мы очень сильно надеемся пройдет у нас в нашей стране в 2027 году. Призеры турнира и лучшие игроки были награждены медалями, а призовой фонд турнира составил 3 миллиона рублей. По словам организаторов турнира, есть большая вероятность проведения чемпионата мира по домино в Абхазии в 2027 году. По словам президента Федерации домино Республики Абхазия, с этого момента данному виду спорта будет уделяться особое внимание. В организацию вольются еще и молодые люди, студенты АГУ, которые к 2027 году будут готовы смело сражаться за призовые места. Адис Сагари, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В связи с аварией на резервуаре номер 6 по улице Братьев Зонтария прекращена подача питьевой воды в части Сухума. Предположительно, на 6-7 дней останутся без воды села Дзюкта и Баслата, улицы Чанба, Абсильская, Братьев Зонтария и Мушнихвардские, верхние этажи высотных домов в районе турбазы. Граждан, проживающих в данных районах, администрация Сухума обеспечит питьевой водой. Машина с водой будет стоять на улице Дермановского. Мы сейчас находимся на резервуаре на улице Братьев Зонтария. Здесь в помещении, где располагается узел, соединяющий выходы с резервуара с питающими трубами и подающими их питьевую воду в город, произошел сход грунта, в результате чего одна из стен помещения узла была сломана, и, соответственно, весь узел в результате этого схода полностью был обрушен. В настоящий момент служба водоканала оперативно принимает все необходимые мероприятия для устранения данного чрезвычайного происшествия. Сегодня с утра занимались прокладкой подъездных путей для того, чтобы тракторная техника могла подъехать к этому месту и начать какие-то работы. Планируется в срочном порядке установить на оборванные концы труб задвижные элементы для того, чтобы исключить дальнейшую утечку воды. Сложность работы обусловлена прежде всего труднодоступным местом подъездных путей, стесненными условиями, плюс еще ко всему прочему есть угроза повторного схода, поэтому будут приниматься все меры для того, чтобы обезопасить прежде всего работы и, соответственно, восстановить все повреждения. Работа ориентировочно займет 3-4 дня. Чтобы люди не оставались без питьевой воды, администрация принято решение доставлять воду населению. Будет организовано определенное место. Это улица Дермановского, на ней, будет стоять машина завтра с 11 утра. Всем, кому необходимо наполнить емкости питьевой водой, могут подойти к этой машине, и свои емкости, которые могут принести с собой, они будут наполнены.
30 ноября Сухум ждет гастрофестиваль Тагала Нагяма Афихуа. В программе фудкорт с блюдами абхазской кухни, дегустации вин и меда, мастер-классы, выставки сельхозпродукции, конкурс «Вкус Абхазии» и интерактивы. Вечером концерт и финал проекта «Народная сцена Лабджаба». Вход свободный. Организаторы и партнеры – президентская платформа «Россия – страна возможностей», «Гастроабсне», гостеприимная Абхазия, Минсельхоз, Минтуризма, Минкульт, местные винодельни и студенты АГУ. Приглашаются жители, туристы, семьи и профессионалы. Дегустируйте, участвуйте в мастер-классах. Впервые в Абхазии, в городе Гагра, 12 декабря пройдет конкурс красоты и талантов «Юная принцесса». В России этот конкурс уже будет 4-м. Возрастные рамки от 6 до 12 лет включительно. Заявки принимаются по всей Абхазии. Кастинг будет проходить до 3 декабря в онлайн-формате, после чего отберут 20 участниц. Также в рамках мероприятия в Доме культуры Гагры состоится большой гала-концерт с участием российских и абхазских звезд эстрады. Всех участниц ждут подарки от организаторов. Для оформления заявки на участие в конкурсе необходимо написать по номеру телефона на WhatsApp. Самое главное – талантливые дети. А талантливых детей в Абхазии очень много. Поэтому мы решили создать такой небольшой конкурс красоты. Режиссер из Москвы предложила нам здесь его организовать. Мы согласились. Как только 3 числа у нас будет список, где будет 20 участниц, они начинают подготовку к конкурсу. Это 3 дня подготовки. 6, 8 и 11 декабря. С ними будут заниматься преподаватели, то есть это дефиле, конкурс талантов прорабатывается, номер конкурсный, который они будут показывать. И 12 числа это прогон на сцене в ДК, и уже 12 вечером будет финал конкурса и гала-концерт. Любая девочка из любого города Абхазии может принять участие в этом конкурсе. Все девочки, которые пройдут, не останутся без внимания организаторов. Мы для всех подготовили очень хорошие подарки. Плюс 12 декабря будет разыграна большая лотерея для тех, кто придет. И самое главное, что наша звездочка получит корону от самой Оксаны Федоровой, мисс Вселенной. 3 первых места, 1, 2, 3 девочки, которые выиграют, они поедут в Москву сниматься в кино, в детских ситкомах, как «Ералаш». То есть это огромный такой трамплин для того, чтобы заявить о себе еще и в Москве, не только в Абхазии. В завершении выпуска по традиции расскажем о погоде. Во вторник, 25 ноября, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч.